Льву Алексеевичу Шпоте в этом году исполнилось бы 100 лет. С Львом Алексеевичем Шпотой я знаком с 1983 года. Как раз я в этом году поступил в Национальный университет на биологический факультет. А Лев Алексеевич Шпота был заведующим кафедрой физиологии растений. И он читал лекции по спецкурсам по биофизике растений, очень сложные курсы. И вот с того времени я считаю Льва Алексеевича своим наставником, учителем. Лев Алексеевич, многие, наверное, не знают, им было создано конструкторское студенческое бюро. И как раз вот в этом конструкторском бюро вместе со студентами изготавливались приборы для физиологии растений. Потому что у любой науки, особенно физиологии растений, очень важна методология, методы исследований. А физиология растений, приборы очень дорогие, поэтому Лев Алексеевич сам разрабатывал методики, приборы и вовлекал в это студенты. Я как раз тоже был членом этого конструкторского бюро, где мы из разных материалов, из пластика, из других материалов изготавливали приборы. Все физиологи растений, в том числе я в своей диссертации, использовали полевые транспирометры для изучения транспирации. Вот это широко известный метод во всем Советском Союзе, потому что существует только два метода. Это метод Иванова и вот метод, который разработан был Львом Алексеевичем Шпотой. И за изобретение и изготовление этих приборов Лев Алексеевич был удостоен даже медали выставки ВДНХ СССР. И в целом Лев Алексеевич, кроме науки, он был разносторонним человеком. Он спортом увлекался. И когда я увидел фотографию, где он делал на кольцах крест, я сам занимался в свое время спортивной гимнастикой и знаю, что крест на кольцах это очень трудно делать, это очень сильная физическая сила нужна. Вот он до последнего времени, пока он мог, он по утрам пробежку делал, бегал. Поэтому он как спортсмен тоже очень известен был. Кроме этого, он увлекался вырезкой. Вот из дерева он вырезал разные шахматы, вырезал, там, цветы вырезал, очень много фигур у него были, из сказок, что-то такое. Вот у него даже мы домой к нему ходили, у него дома на шкафах везде выставлено. Он тоже меня пытался приучить. Я, по-моему, 2 тюльпана вырезал, и все, потом у меня ни терпения, ни сил не хватило. Вот. А у него специальный был ящичек такой, в ящике вот инструменты были. И вот он сидел, вырезал. И даже он рассказывал, что во Фрунзе был матч Каспаров-Карпов. И вот он лично для них он вырезал, изготовил шахматные фигуры и им подарил. То есть, Каспаров-Карпов, это чемпион мира по шахматам, он увлекался шахматами тоже. Вот. И поэтому я очень многому научился. И кроме этого, он долгое время в ботаническом саду работал. Вот. И что важно, он организовал в ботаническом саду научно-методические семинары. И я сейчас точно не помню, но, по-моему, один раз в месяц сотрудники ботанического сада собирались и научно-методические семинары проводили именно в плане методики. И мы здесь, у себя в лаборатории, даже изготавливали приборы по изучению фотосинтеза, дыхания, транспирометров очень много. Мы усовершенствовали саму конструкцию полевых транспирометров. И поэтому у него большой вклад именно в методической части. И когда научно-методические семинары проходили, все молодые сотрудники ботсада участвовали в этих семинарах, повышали свою квалификацию. И еще хочу сказать, что один из показателей того, что он являлся очень крупным физиологом растений, не только известным в республике, но за ее пределами, было то, что он в советское время являлся
членом регионального диссертационного совета по физиологии растений. Он был в Душанбе, и я как раз сам кандидатскую диссертацию защищал в Душанбе. И в этот региональный диссертационный совет входили по одному ученому совету, ученому из каждой Центральной Азии республики. Из Кыргызстана членом этого диссовета был Лев Алексеевич Пота. Поэтому он как физиолог растений представлял нашу республику в этом региональном ботаническом саду в Душанбе. И он пользовался очень большим авторитетом и в Центральной Азии, я насколько знаю, и в Москве, в Академии наук, его очень сильно ценили. Вот. И вот его супругу я хорошо знал. Ну, они прям как лебеди были. Друг к другу так относились, очень хорошо относились друг к другу. Она прям, когда мы приходили, она прям Лев Алексеевич там, Левочка, там что-то такое, там прям. И его супруга очень хорошо готовила. Вот, пироги, торты мы приходили, когда его проведывать. Поэтому это очень такая интеллигентная семья была.